Президент Кыргызстана Садыр Джапаров в рамках официального визита в Азербайджан посетил аллею почетного захоронения в городе Баку, где почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле. Глава государства также почтил память супруги Гейдара Алиева, Зарифы Алиевой, возложив цветы к ее могиле. Далее делегация Кыргызстана посетила аллею шахидов, где был выстроен почетный караул. После того, как президент Садыр Джапаров почтил память павших героев Азербайджана, прозвучали государственные гимны двух стран. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил главу Кыргызстана Садыра Джапарова в президентском дворце Загульба в Баку. Караул фагат. Солдан каршыламак үчүн. Караула. Ал. Кыргыз Республикасынын президенти, сизин Азербайджан Республик. Караул рәиси полковник лейтенант Кулиев. На площади перед резиденцией были вывешены флаги Кыргызстана и Азербайджана. После взаимных приветствий главы государств обошли строй роты почетного караула.
Джапаров и Алиев представили членов своих делегаций, после чего состоялся проход роты почетного караула торжественным маршем. После церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и президента Кыргызской республики Садыра Джапарова 1 на 1. Приветствуя президента Кыргызстана, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил: «Уважаемый господин президент, я рад вас приветствовать в Азербайджане. Добро пожаловать в нашу страну. Уверен, что визит будет очень плодотворным, с хорошими результатами. Мы очень настроены на активное взаимодействие во всех сферах и уверен, что ваш визит послужит делу дальнейшего укрепления наших отношений. Будет подписано много документов, и, конечно же, главным из них, я считаю, декларацию о стратегическом партнерстве. Это выведет наши отношения на качественно новый уровень. Мы этому очень рады. Существует прочный фундамент наших отношений. Это братские связи наших народов. Сегодня на таком прочном фундаменте мы строим межгосударственные отношения на этих принципах. В следующем году мы будем отмечать 30-летие установления дипломатических отношений. Это большая история, много сделано, но многое еще предстоит сделать. Уверен, что в рамках сотрудничества в международных структурах и двухстороннем формате будут новые достижения, новые результаты. Сегодня мы подробно поговорим также и об экономическом взаимодействии, вопросах сотрудничества в транспортной сфере, сфере увеличения товарооборота между нашими странами и, конечно, вопросы региональной безопасности. В сегодняшнем мире всегда требует особого внимания. Думаю, обмен мнениями по этим вопросам также будет очень полезным. Я еще хочу раз вас поприветствовать. Благодарю, что приняли приглашение посетить Азербайджан с официальным визитом. Желаю вам хорошего и приятного пребывания в нашей стране. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров в свою очередь заявил следующее. Спасибо, уважаемый Ильхам Гейдарович. Прежде всего, искренне признателен вам за приглашение посетить Азербайджанскую республику с официальным визитом. Выражаю благодарность за гостеприимство и радушный прием. Важно подчеркнуть, что основа кыргызско-азербайджанских отношений была создана исторической личностью международного масштаба, уважаемым Гейдаром Алиевичем Алиевым, вашим отцом. С тех времен у нас между Кыргызстаном и Азербайджаном очень хорошие отношения. Мы всегда готовы к сотрудничеству с азербайджанскими братьями. Позвольте еще раз выразить благодарность за гостеприимство и предоставленную возможность встретиться с вами. Спасибо. Состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и президента Кыргызской республики Садыра Джапарова в расширенном составе. Уважаемый господин президент, уважаемые гости, еще раз вас приветствую в Азербайджане. Сегодня в наших двусторонних отношениях очень знаменательный день. Официальный визит президента Кыргызстана в Азербайджан. Мы очень рады вас приветствовать и иметь возможность обсудить перспективы развития наших отношений. Мы уже обменялись мнениями с господином президентом по двухсторонней повестке дня, по региональным вопросам и настроены решительно с тем, чтобы, использовав возможность этого визита, достичь максимальных результатов. Сегодня будет подписано много документов. Мы уже об этом говорили. Наши отношения выходят на уровень стратегического партнерства. Это очень знаменательное событие, поскольку за 29 лет нашего взаимодействия мы работали, конечно, активно по многим направлениям, но такого уровня отношений у нас не было. Стратегическое партнерство – это и большие преимущества, и большая ответственность. Я уверен, что и в будущем всегда и в международных структурах будем друг друга поддерживать и в двухстороннем плане будем активно работать. Сегодня мы обсуждали много вопросов, связанных с инвестиционными проектами. Сегодня в расширенном составе более подробно об этом поговорим. Вопросы, связанные с транспортной инфраструктурой, соединением наших транспортных возможностей. Мы обменялись мнениями по тем проектам, которые были осуществлены в Кыргызстане и Азербайджане, и как их можно будет взаимовыгодно соединить. Обсуждали также вопросы, связанные с развитием сотрудничества в сельском хозяйстве. Здесь тоже большие перспективы, то есть широкий круг вопросов. Уверен, что по итогам визита мы определим
конкретную программу реализации достигнутых договоренностей. Конечно, думаю, что в ближайшее время нужно будет провести заседание межправительственной комиссии. Она заседала в последний раз 3 года назад. Думаю, что в рамках проведения этой межправительственной комиссии как раз и должны быть рассмотрены поручения, которые президенты дадут по итогам визита. Так что еще раз, уважаемый господин президент, от души вас приветствую. Добро пожаловать. Желаю вам хорошего, приятного пребывания в Азербайджане. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров сказал: «Спасибо, уважаемый Ильхам Гейдарович, уважаемые члены делегации. Прежде всего, искренне признателен вам за приглашение посетить Азербайджанскую республику с официальным визитом. От лица нашей делегации выражаю благодарность за традиционное гостеприимство и радушный прием со стороны наших азербайджанских братьев. Считаю символичным, что наша сегодняшняя встреча проходит в канун 25-летия договора о дружбе и сотрудничестве в преддверии 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Кыргызской республикой и Азербайджанской республикой. Важно подчеркнуть, что основа кыргызско-азербайджанских взаимоотношений была заложена исторической личностью международного масштаба, общенациональным лидером Азербайджана, уважаемым Гейдаром Алиевичем Алиевым. Позвольте выразить вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, признательность за сохранение преемственности, благодаря которой наши отношения успешно развиваются и по сей день. Полагаю, что активность нашего взаимодействия была бы невозможной без надежного фундамента, на котором мы выстраиваем современные кыргызско-азербайджанские отношения. Это глубокие исторические и духовные связи между нашими народами. В этом отношении с удовлетворением отмечаем, что между двумя странами нет никаких политических противоречий, поэтому мы обязаны воспользоваться этими благоприятными условиями и, объединив созидательные усилия, нарастить объемы нашего государства во благо братских народов двух стран. Сегодняшние глубинные преобразования в мире дают нам исторический шанс выстроить отношения нового типа, где во главе угла стоят такие исконно тюркские ценности, как достоинство и честь. Уважаемый Ильхам Гейдарович, разделяю вашу точку зрения о том, что мы имеем широкие возможности для практического сотрудничества в торгово-экономической сфере. Сегодня мы предпринимаем шаги по либерализации нашей экономики, совершенствуем инвестиционное законодательство, в связи с чем активизируется инвестиционное сотрудничество Кыргызской республики с другими странами. В этой связи мы приглашаем бизнес-круги Азербайджана активно изучать инвестиционные возможности в нашей стране и акцентировать внимание на изучении свободных экономических зон, льготных налоговых и таможенных режимов, что, несомненно, поспособствует активизации делового сотрудничества между нашими странами. Рад констатировать взаимное обогащение народов наших стран через активное культурно-гуманитарное сотрудничество. Деятели культуры совершают регулярные обмены, способствуя укреплению подлинных мостов дружбы между нашими народами. Помимо этого, наши страны осуществляют тесное взаимодействие и в многостороннем формате в рамках таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ, ОТГ, ОИС, СНГ и Движение неприсоединения. Кыргызстан всецело поддерживает повышение статуса Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества до уровня наблюдателя. Уважаемый Ильхам Гейдарович, сегодня созрели все условия для выведения наших взаимоотношений на качественно новый уровень. В этой связи я искренне благодарю вас за поддержку инициативы Кыргызстана об установлении отношений стратегического партнерства между двумя государствами. Создаваемый сегодня Межгосударственный совет, я уверен, непременно поспособствует дальнейшему расширению и укреплению сотрудничества между нашими странами. Как говорил наш великий писатель Чингиз Айтматов, сияющей вершиной кыргызского духовного наследия, идущего из глубины веков, является океаноподобный эпос «Манас». Это крупнейший мировой эпос, а его ведущая тема – единение. Его ценности глубоко укоренены в нашем сознании, поэтому мы глубоко ценим и чтим единство, честь, справедливость. Мы готовы к плодотворной работе с азербайджанскими братьями на основе этих ценностей и верим, что сообща мы внесем свой вклад в построение лучшего мира. Для этого у нас имеются все предпосылки. Ведь, как говорил уважаемый Гейдар Алиевич во время празднования тысячелетия юбилея эпоса «Манас», мы чувствуем и понимаем друг друга сердцем. Позвольте еще раз выразить искреннюю благодарность за гостеприимство и представленную возможность встретиться с вами в расширенном формате. Спасибо большое. Уважаемые друзья, через несколько минут состоится подписание соглашения с участием президентов Кыргызской республики Садыром Джапаровым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
подписания документов. Меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при президенте Азербайджанской республики и Академией государственного управления при президенте Кыргызской республики подписывает ректор государственного института управления при президенте Азербайджанской республики Ухман Аликберов и ректор Академии государственного управления при президенте Кыргызской республики Алмазбек Ахмадалиев. Стратегическим партнерством между Азербайджанской республикой и Кыргызской республикой. А также меморандум о создании Межгосударственного совета Азербайджанской республики и Кыргызской республики.
Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и президент Кыргызской республики Садыр Джапаров выступили с заявлением для печати. Сначала с заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Заявление президента Ильхама Алиева. Уважаемый господин президент, уважаемые гости, еще раз от всей души, господин президент, приветствую вас в Азербайджане. Рад тому, что вы приняли мое приглашение и посещаете нашу страну с официальным визитом. Мы с вами встречались в конце прошлого года. На нашей первой встрече я вас пригласил посетить Азербайджан. Рад, что через короткое время, не прошло еще и полгода, как вы посещаете Азербайджан. Мы это рассматриваем как знак нашей дружбы и братских отношений. Сегодня в рамках официального визита президента Кыргызстана в Азербайджан мы рассмотрели широкий спектр вопросов двухстороннего взаимодействия. Подробно прошлись по повестке дня нашего сотрудничества. И как на встрече один на один, так и на встрече с участием делегации выразили общий настрой на интенсификацию наших отношений. Мы дружественные и братские государства. Сегодня наши отношения вышли на качественно новый уровень. Подписано 10 документов, среди которых я бы особенно отметил 2. Это декларация о стратегическом партнерстве и создании Межгосударственного совета. Оба эти документа будут в основном предопределять характер и форму наших отношений. Стратегическое партнерство – это высокий уровень взаимодействия и настраивает нас на сотрудничество именно стратегического характера. В рамках Межгосударственного совета мы более эффективно и активно будем обсуждать регулярно вопросы как двусторонней повестки дня, так и региональную и международную проблематику. Касаясь международной сферы, должен сказать, что Кыргызстан и Азербайджан во всех международных организациях традиционно всегда поддерживают друг друга. Мы благодарны за поддержку Кыргызстана в продлении срока азербайджанского председательствования в движении неприсоединения. Также в рамках ООН, ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств, ЕСО мы всегда оказываем взаимную поддержку. Что касается торгово-экономической сферы, сегодня этому вопросу было уделено особое внимание, потому что мы, конечно, обменялись с президентом мнениями, что существующий уровень товарооборота не может нас устраивать. И думаю, что те поручения, которые были даны членами делегации, позволят за короткое время нарисовать объем взаимной торговли. Сегодня подробно обсуждались вопросы, связанные с транспортной инфраструктурой и как объединить наши усилия в более эффективном функционировании транспортного коридора Восток-Запад. В Азербайджане создана современная транспортная инфраструктура, позволяющая отправлять грузы по всем направлениям и на север, и на юг, и на запад. Конечно же, эти возможность нашей портовой инфраструктуры находится в распоряжении наших кыргызских братьев. Сегодня мы также подробно говорили об инвестиционных возможностях Кыргызстана. Мы знаем, что президент Кыргызстана очень активно занимается вопросами энергетической инфраструктуры. Думаю, что азербайджанским компаниям был бы интересен этот сектор экономики Кыргызстана. У наших компаний есть определенный опыт создания современных энергетических предприятий, электростанций, в том числе гидроэлектростанций. И здесь объединение усилий и инвестиционный потенциал Азербайджана, думаю, были бы очень востребованы. Я уверен, что эти и другие вопросы будут сегодня обсуждены более подробно во время встречи господина президента с ведущими азербайджанскими компаниями. Как я уже сказал, к этой встрече у азербайджанских компаний очень большой интерес. Это связано именно с тем, что Кыргызстан под руководством президента осуществляет очень грамотную инвестиционную политику и привлечение иностранных инвестиций и создание благоприятных условий для инвестиций, конечно, позволит в короткое время реализовать все планы, которые президент Кыргызстана наметил. Мы, конечно, наряду с вопросами торгово-экономических отношений обсуждали вопросы, связанные с сельским хозяйством. Здесь дали конкретные поручения соответствующим министрам. Думаю, что в ближайшее время делегация Министерства сельского хозяйства Азербайджана посетит Кыргызстан с тем, чтобы на месте уже работать в деле реализации поручений президентов. И, конечно же, сфера, которая нас объединяет, это гуманитарная сфера. Это наше культурное наследие, наши общие исторические духовные корни. Все это тот фактор, который всегда присутствовал и будет присутствовать в наших межгосударственных отношениях. Мы благодарны Кыргызстану за поддержку инициативы объявления древнего азербайджанского города Шуша культурной столицей тюркского мира в следующем году. Мы очень высоко ценим это решение всех тюркских государств и в том числе и Кыргызстана. Наши планы по возрождению
возрождению города Шуша активно реализуются и будут реализованы. Поэтому высокая честь носить звание культурной столицы тюркского мира нас обязывает к тому, чтобы мы еще более активно восстановили наш древний красивый город. Иными словами, по всем вопросам, которые мы обсуждали сегодня, а члены делегации также общались еще вчера, у нас есть полное взаимопонимание. И это мы зафиксировали в подписанных документах. Естественно, главным среди них, опять же хочу отметить, является декларация о стратегическом партнерстве. Мы и дальше будем вместе во всех вопросах и будем поддерживать друг друга, сотрудничать, добиваться конкретных результатов деятельности соответствующих наших структур. Еще раз хочу выразить благодарность президенту Кыргызстана за то, что он принял мое приглашение и находится сегодня в нашей стране. Так что еще раз добро пожаловать. Затем с заявлением выступил президент Кыргызстана Садыр Джапаров. Заявление президента Садыра Джапарова. Спасибо, уважаемый Ильхам Гейдарович. Уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые дамы и господа. В первую очередь, позвольте от лица делегации Кыргызской Республики выразить глубокую признательность за теплый прием и традиционное гостеприимство президента Азербайджанской Республики, уважаемому господину Ильхаму Гейдаровичу Алиеву и всему азербайджанскому народу. Весьма символично, что мой первый официальный визит в Азербайджанскую Республику проходит в канун 25-летия договора о дружбе, сотрудничестве и в преддверии 30-й годовщины установления дипломатических отношений между нашими братскими странами. Только что мы с президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым провели содержательные переговоры по актуальным вопросам двухстороннего и многостороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по международной и региональной тематике. Переговоры прошли в атмосфере полного взаимопонимания, открытости и доверия, которые характеризуют братские отношения между нашими государствами. Мы подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение дружественных отношений. Сегодня мы повысили уровень отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном до стратегического партнерства. Только что мы подписали соответствующую декларацию. Это важный документ исторического характера. И совершенно очевидно, что новый этап в развитии наших отношений достигнут благодаря усилиям обеих сторон. Мы нацелены на активное взаимодействие на международных площадках, укрепление политического диалога, установление и развитие более тесных экономических связей, совместную реализацию крупных инвестиционных проектов, а также дальнейшее наращивание гуманитарного сотрудничества. Это, конечно же, не было бы возможно без надежного фундамента, глубоких исторических и духовных связей между нашими народами. Сегодня мы также учредили Межгосударственный совет, на заседаниях которого будут рассматриваться наиболее важные вопросы развития отношений между нашими странами. В целом было подписано 10 важных документов и соглашений, в том числе о сотрудничестве в таких сферах, как сельское хозяйство, информационные технологии, авиасообщения, антимонопольное урегулирование и охрана интеллектуальной собственности. Мы имеем широкие возможности для практического сотрудничества в торгово-экономической сфере. Сегодня мы предпринимаем шаги по либерализации нашей экономики, совершенствуется инвестиционное законодательство, в связи с чем активизируется инвестиционное сотрудничество Кыргызской Республики со многими странами. В этой связи мы приглашаем бизнес-круги Азербайджана активно изучать инвестиционные возможности в нашей стране. Рад констатировать взаимное обогащение наших народов через активное культурно-гуманитарное сотрудничество. Деятели культуры совершают регулярные обмены, способствуя укреплению подлинных мостов дружбы между нашими народами. Мы заинтересованы не только в укреплении двухсторонней связи, но и в продвижении многостороннего сотрудничества с Азербайджаном. Как известно, наши стороны осуществляют тесное взаимодействие в рамках ООН, Организации тюркских государств, СНГ, ОИС и движения неприсоединения. Со своей стороны Кыргызстан всецело поддерживает повышение статуса Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества до уровня наблюдателя. Уважаемые дамы и господа, сегодняшние глубинные преобразования в мире дают нам исторический шанс построить отношения нового типа, сделать их более гуманными, во главу угла поставить такие исконно тюркские ценности, как достоинство и честь. И эти новые отношения на тюркском пространстве должны стать образцом межгосударственных взаимоотношений нового времени. Мне доставляет огромное удовольствие осознание того, что наши взгляды разделяют и полностью поддерживает глава Азербайджанской Республики уважаемый Ильхам Гейдарович Алиев.
Сложные времена требуют сильных лидеров, на которых ложится ответственность за то, чтобы сделать свою страну сильнее, а мир лучше. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы искренне пожелать президенту Алиеву всяческих успехов и неиссякаемой энергии в достижении высоких целей во благо народа Азербайджана, а также во имя общечеловеческих ценностей. Мы готовы к плодотворной работе с азербайджанскими братьями на основе этих ценностей и верим, что сообща мы преодолеем все сложности и внесем свой вклад в построение лучшего мира. А для этого у нас имеются все предпосылки. Председатель Милли Меджелиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся в Азербайджане президентом Кыргызской республики Садыром Джапаровым. Сахиба Гафарова сказала, что между странами существуют дружественные и братские связи, обладающие многовековыми историческими корнями. Народы объединяют общие корни, истории и ценности. Председатель Милли Меджелиса подчеркнула, что после восстановления независимости отношения между странами поднялись на новый уровень. Безусловно, в достижении отношений этого уровня особую роль играют взаимные визиты глав государств, а также документы, подписанные в ходе этих визитов. Гафарова выразила уверенность в том, что подписанные сегодня главами государств обеих стран декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской республикой и Кыргызской республикой, меморандум о создании Межгосударственного совета Азербайджанской республики и Кыргызской республики, а также другие документы послужат достижению нового уровня сотрудничества между странами. Сахиба Гафарова отметила, что Азербайджано-кыргызское двухстороннее сотрудничество опирается на взаимовыгодное партнерство и дружественные отношения, успешно развивается в политической, торгово-экономической, гуманитарной, культурной и других сферах. Говоря о связях между парламентами обеих стран, председатель Милли Меджелиса довела до внимания, что законодательные органы играют важную роль в развитии азербайджано-кыргызских отношений. Парламенты тесно сотрудничают как в двухстороннем, так и в многостороннем формате. В парламенте обеих стран функционируют группы дружбы, и делегации поддерживают друг друга на международных платформах. Говоря о великой победе, завоеванной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году, председатель парламента Сахиба Гафарова сказала, что Азербайджан, освободив 20% своей территории, около 30 лет находящейся под оккупацией Армении, восстановил территориальную целостность. В период оккупации азербайджанских территорий Армения разграбила находящиеся там материально-культурные ценности, уничтожила города, села, мечети. Председатель Милли Меджелиса отметила, что в настоящее время Азербайджан реализует широкомасштабные проекты по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий. Надеемся, что члены парламента Кыргызстана совершат визит в Азербайджан и ознакомятся с освобожденными от оккупантов территории и все увидят воочию. Гафарова выразила уверенность в том, что эта поездка высокого гостя послужит новым импульсом и даст стимул для развития связей во всех областях, в том числе между парламентами обеих стран. Выразив признательность за теплый прием, президент Кыргызской республики Садыр Джапаров поделился впечатлениями от встречи с президентом Ильхамом Алиевым. Было доведено до внимания, что в настоящее время обладающие богатой историей дружественные и братские отношения между народами успешно развиваются. Азербайджан и Кыргызстан тесно сотрудничают в рамках международных организаций, в том числе в ТЮРКПА, ПА, СНГ. Садыр Джапаров выразил удовлетворение достижением отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном уровня стратегического партнерства и заявил, что подписанная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской республикой и Кыргызской республикой и другие важные документы послужат расширению связей. Отметив развитие связей между двумя странами в экономической, торговой, культурной и гуманитарных областях, президент Садыр Джапаров подчеркнул важность увеличения объема взаимного торгового оборота. В ходе беседы президент Кыргызской республики высоко оценил отношения между парламентами двух стран. На встрече был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров в рамках официального визита в Азербайджан встретился с представителями деловых круг Азербайджана. На мероприятии сначала был продемонстрирован видеоролик об инвестиционной среде Кыргызстана. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров подчеркнул значимость развития отношений между нашими странами, обладающими общей историей, ценностями, языком и культурой по различным направлениям. Отметил, что Азербайджан является надежным партнером. Кыргызстан заинтересован в расширении экономического сотрудничества
партнерства с нашей страной, а также возможности осуществления совместных проектов. Президент рассказал о работе, проделанной в области привлечения инвестиций, поощрения предпринимательства, поддержки малого и среднего предпринимательства, пищевой промышленности, новых технологий, туризма, сельского хозяйства и других. Призвал бизнес-круги Азербайджана и Кыргызстана к активному сотрудничеству. Министр экономики Азербайджана Микаил Джабаров подчеркнул, что данное мероприятие является плодотворным с точки зрения расширения экономических связей между двумя дружественными странами, а также торгово-экономического партнерства и сотрудничества между деловыми кругами, отметив, что, несмотря на географическое расположение, опирающееся на взаимное доверие и дружбу, двусторонние отношения высокого уровня между нашими странами, обладающими общими традициями, культурой и ценностей, развиваются, министр сказал. Сегодня на встрече президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева с президентом Кыргызской республики Садыром Джапаровым была подчеркнута значимость развития партнерства. Были подписаны важные документы между нашими государствами. Все это послужит развитию на высоком уровне связи между нашими странами. Было отмечено, что торговые связи являются одним из главных направлений Азербайджана-кыргызского сотрудничества. Тем не менее, объем торговли между нашими странами не полностью отражает потенциал в этой сфере. Возможности для расширения партнерства в области торговли и инвестирования значительно велики, и активизация взаимных усилий в этом направлении имеет важное значение. В Азербайджане функционирует около 60 кыргызских компаний в различных областях. Министр экономики предоставил подробную информацию о мерах, осуществляемых в Азербайджане по устранению последствий пандемии, благоприятной бизнес- и инвестиционной среде, механизмах поддержки предпринимателей, созидательных проектах, осуществляемых на освобожденных территориях, деятельности промышленных зон азербайджанской инвестиционной компании, возможностях Аляской свободной экономической зоны и других. На мероприятии прошла презентация об инвестиционных проектах, осуществляемых в Кыргызской республике. На встрече были даны ответы на вопросы предпринимателей, состоялись обсуждения по расширению связи между деловыми кругами. В рамках мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве между Национальным инвестиционным агентством при президенте Кыргызской республики и Агентством по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджанской республики АСПРОМО. Документ охватывает вопросы по расширению бизнес-партнерства и поощрению взаимных инвестиций. По итогам официального визита Садыра Джапарова в Азербайджан министр иностранных дел Руслан Казакбаев дал оценку итогам визита президента в Азербайджан корреспондентам программы «Мост дружбы», которые также находились в делегации в Баку. Эки өлкөнүн ортосундагы достук мамиле жөнүндөгү келишимдин кол коюлгандыгына 25 жыл болот. Ошондой эле бул жылы биздин Кыргызстан менен Азербайджан ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлүшүнө 30 жыл толот. Бул расмий сапардын өзгөчө дагы мааниси бар. 10дон ашык келишимге кол коюлду. Негизги келишимдер бул Кыргызстан менен Азербайджан ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндөгү декларация. Эми Кыргызстан менен Азербайджан бардык жагынан тарыхыбыз бир, маданиятыбыз бир, тилибиз түрк группасына кирет, динибиз бир дос жана бир тууган мамлекет. Анан бул жолу болсо юридикалык жактан эми биздин эки тараптуу мамилени президенттердин арасындагы декларацияга кол коюлуп, стратегиялык өнөктөштүк деңгээлге чыкты. Ошондуктан бул расмий сапарды мен тарыхый десем дагы туура болот го деп ойлойм. Мындан ары биздин эки тараптуу жана көп тараптуу мамилебиз жаңы тепкиче, стратегиялык өнөктөштүк жаңы тепкичке чыкты. Анын сыртында эки өлкөнүн ортосунда, Кыргызстан менен Азербайджан ортосундагы мамлекеттер аралык кеңеш түзүлдү. Мамлекеттик кеңештин башчылары президенттер болуп саналат. Ал эми координациялык органын биз тышкы иштер министрлер жүргүзөбүз. Өзүңүздөр билгендей, анын сыртында дагы көптөгөн келишимдер кол коюлду. Бул айыл чарба маселе, айыл чарбада кызматташуу боюнча, транспортто кызматташуу боюнча, Кыргызстан менен Азербайджан ортосундагы авиа каттамдарды ачуу маселелери боюнча, ошондой эле билим берүүдө, анын сыртында санариптештирүү суроолорунда дагы кызматташуу боюнча, чөйрөсүндө кызматташуу боюнча келишимдерге кол коюлду. Интеллектуалдык менчиктештирүү маселелеринде кол коюлду. Каржы маселелеринде кызматташуу боюнча дагы келишимдерге кол коюлду.
мамлекеттик башкаруу системасында, башкаруу академияларынын ортосундагы билим берүүдөгү кызматташуу боюнча дагы келишимдерге кол коюлду. Жалпысынан айтат элем, бул Кыргыз Республикасынын президентинин Азербайжанга болгон сапары жемиштүү болду. Жана жаңы кызматташуунун эки өлкөнүн ортосундагы кызматташууну жаңы тепкичке чыгарды десем болот. В рамках официального визита президента Кыргызстана в Азербайджан состоялось вручение пресс-карт для официального начинания азербайджанского представительства «Пирамида Медиа Холдинг». Министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев официально вручил аккредитованные пресс-карты азербайджанским представителям «Пирамиды», официально аккредитованным МИД Азербайджана, руководителям медиа Туркель Хукума Халилова, Рамис Мешидигансалы и Айгулью Йолчузаде. Бүгүн дагы бир биздин басма маалымат каражаттарынын тышкы биздин дос бир тууган мамлекеттеринде өкүлчүлүктөрдүн ачылышында дагы бир тарыхый окуя болуп атат. Кыргызстандын мамлекеттик Пирамида телеканалынын Грузиядагы, Түркиядагы жана Азербайжандагы өкүлү болуп дайындалды. Жана бул жердеги Азербайжандын тышкы иштер министрлигинен аккредитация өтүштү. Министрди чын жүрөктөн куттуктайм. Рахмат, чоң рахмат. Бул картыңыздар сиздердин. Эки өлкө ортосундагы маалымат каражаттарынын ортосунда кызматташуу боюнча дагы келишимге бүгүн кол коюлбадыбы? Ошондуктан биз тыгыз иштешибиз керек. Бардык түрк мамлекеттерди, анын ичинен Борбордук Азия мамлекеттери менен Кавказдагы биздин дос мамлекеттердин ортосундагы кызматташуу эки тараптуу, көп тараптуу кеңейиш керек бардык тараптан. Ошондуктан мен сиздерди жасап аткан ишиңиздер үчүн, кошуп аткан салымдар үчүн чоң ыраазычылык билгизем. Сиздерге чың денсаулык жана чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Чын жүрөктөн Кыргызстанга кызмат кылабыз. Куттуктайм сиздерди. Рахмат. Куттуктайм сиздерди. Можно считать визит президента Кыргызстана очень удачным? Да, безусловно, сегодня состоялся официальный визит президента Кыргызской Республики по приглашению президента Азербайджанской Республики. Визит носит статус официального. Это в иерархии визитов самый, можно сказать, наивысший, который сопровождается со всеми процедурами, почестями и уважением. И сегодня президенты подписали два важных документа. Это декларация о стратегическом партнерстве между нашими государствами и меморандум о создании межгосударственного совета на высшем уровне. Что касается декларации о стратегическом партнерстве, в эти дни мы практически 25 лет назад в ходе первого визита тогдашнего президента Акаева был подписан договор о дружбе и сотрудничестве 23 апреля 1997 года. И вот спустя 25 лет мы переходим на новый уровень сотрудничества, базируясь, конечно, на том договоре, на уровень стратегического партнерства. Это означает максимальную степень кооперации, взаимодействия. Это означает отсутствие каких-либо противоречий, разногласий в вопросах, которые касаются политико-дипломатической сферы, вопросов экономического сотрудничества и, конечно, вопросов культурно-гуманитарного направления. И Межгоссовет – это уникальный механизм, который мы уже опробили. Между Кыргызстаном и Азербайджаном впервые, но должен сказать, что механизм Межгоссовета у нас есть с Турцией и с Казахстаном. Вот Азербайджан – третья страна, с которой заключили вот такой вот меморандум о создании Межгоссовета. Согласно этому Межгоссовету, это на самом высшем уровне, это главы государств, они непосредственно контролируют взаимодействие двустороннее, и не реже, чем раз в год они проводят соответствующие совещания. Я уверен, что этот визит, он не просто успешный, он придаст очень серьезный импульс
нашим двусторонним отношениям, а также, в общем-то, и углубление нашей кооперации на многосторонних площадках, потому что мы взаимодействуем с Азербайджаном и в ООН, и в ОБСЕ, и ОИС, и ОТГ, и ЭКО, и значит, любых других площадках, где друг друга взаимно поддерживаем. Ну, стратегическое партнерство означает, что мы рассчитываем на долгосрочную перспективу. Вот. И, соответственно, президенты двух стран дали поручение очень конкретно в ходе обсуждения в расширенном формате, дали конкретные поручения членам делегации. Члены делегации фактически еще вчера начали дискутировать, обсуждать вопросы, которые связаны с углублением нашего двустороннего сотрудничества. Сегодня после встречи в формате тет-а-тет, это в узком формате, два президента встречались. После этого продолжилось в расширенном формате. Значит, президенты информировали, так сказать, о достигнутых договоренностях и дали конкретные поручения по вот обозначенным сферам взаимодействия. Да. При этом был фокус, конечно, сделан на углублении и расширении, скажем так, экономического взаимодействия, потому что существующий товарооборот, конечно, он достаточно скромный. Но, с другой стороны, через некоторое время, так сказать, отталкиваясь от этих данных, которые сейчас, мы можем потом сказать, что этот визит и встречи носили такой прорывной характер и во многом определят, значит, нашу кооперацию между братскими народами, у которых общий корень, общая история, исторические корни, культурные корни, ментальные корни. Вот. И это очень важно, поскольку этот импульс для двустороннего сотрудничества, для наших республик, которые, в общем-то, являются президентскими республиками с определенной жесткой вертикалью власти, что эти импульсы, они исходят от глав государств. Информационное взаимодействие является очень важным, поскольку коммуникации в современном мире, они определяют содержание. Один из контрактов двух сторон. Да, и вот как раз я хотел поздравить то, что кроме каналов, которые, так сказать, являются государственными, вот, и пирамида в их числе, вот, фактически с этим официальным визитом получила и аккредитацию. Вот, открывает корпункт, и скоро будет заключено соглашение с одним из ведущих телеканалов Азербайджана. И я думаю, что это тоже один из результатов вот, интенсификации нашего сотрудничества. Я поздравляю телеканал «Пирамида», значит, с тем, что вы уже выходите на такой международный уровень. Спасибо, Карет Бey.